Внешнеэкономическое сотрудничество Абхазии и России, проблемы и перспективы. Тема первого круглого стола. Участники обсуждали правовые и организационные аспекты внешнеэкономической деятельности, ключевые барьеры, ограничивающие экспортный потенциал Абхазии, перспективные направления расширения взаимного товарооборота двух стран. Было принято ряд рекомендаций, которые в частности звучали на площадке этого форума и в рамках. Они принимаются к сведению, по ним зачастую проводятся дополнительные мероприятия с целью улучшения тех или иных индикаторов. Поэтому рассчитываем, что все эти предложения, все эти мысли, которые здесь прозвучат, лягут в основу развития дальнейших планов по улучшению внешней экономической деятельности между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. По словам торгового представителя России в Абхазии Владимира Некрасова, на базе Абхазо-Российского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и регионами Российской Федерации подписано множество двусторонних соглашений. Некоторые из них уже успешно реализуются. Также Владимир Некрасов озвучил несколько предложений в области изменения таможенных пошлин. В Абхазии, как вы знаете, отсутствует пошлина, но есть сбор с таможенного управления в размере 1%. Есть, как вы знаете, правила Всемирной таможенной организации, и расходы на таможенное оформление должны быть сравнимы с издержками сотрудников на оформление документов. Это не может быть фиксированная ставка. И нам, думается, тоже, может быть, здесь есть подумать над тем, чтобы привести в соответствие с международными стандартами подходы в взимании сбора за таможенное оформление. В рамках круглого стола сотрудничество в сфере туризма пути улучшения качества туристского продукта, который провели председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия и начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Ясмира Яблочкина, обсуждались вопросы текущего состояния и перспективные возможности для развития туризма в Абхазии, а также вопросы развития сотрудничества в области культуры и туризма, в том числе и социального. По итогам курортного сезона 2018 года Абхазия стала самым посещаемым государством для россиян. Это согласно статистике. Однако анализ состояния туриндустрии в Абхазии позволяет выявить сегодня очень много вещей, которые надо нам исправлять. Туристические организации находятся в жесткой конкуренции за клиента. Особенно остро стоят проблемы высокого уровня конкуренции с близлежащими странами. Это Турция, Болгария, Грузия. Начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Ясмира Яблочкина отметила, основной акцент для развития туризма Абхазии нужно делать на национальный колорит. Думаю, что вопросы туризма актуальны для обеих наших стран, и для России, и для Абхазии, потому что потенциал, который у нас существует в сфере туризма, он огромен. Я думаю, что ни для кого не секрет, что туризм – это один из драйверов развития экономики, улучшения благосостояния населения страны. Надеюсь, мы поделимся неким опытом, тем багажом, который у нас существует. И очень хочется надеяться, что это выльется во что-то практическое. Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двустороннего взаимодействия. Тема круглого стола под руководством председателя правления коммерческого банка Сухумбанк Таура Агарба и генерального директора Института Евраз-С Владимира Лепехина. В центре внимания вопросы текущего состояния денежно-кредитной политики, методы повышения капитализации банковской системы, развитие интернет-аквайринга и онлайн-банкинга и множество других актуальных в банковской сфере тем. Что касается онлайн-банкинга, на сегодняшний день это один из необходимых проектов для сотрудничества с Россией. Подробнее о текущем состоянии банков и национальной платежной системы участникам форума рассказал Леон Пилия. На сегодняшний день 8 из 9 коммерческих банков Республики Абхазия являются участниками национальной платежной системы. В ближайшее время по готовности мы ожидаем 9-го игрока, это банк ЦМР Абхазии. Значит, за последние годы система переживает период инфраструктурного развития, роста, о чем говорит положительная динамика.
основных показателей системы. Огромное количество граждан России, свыше миллиона, ежегодно посещают Республику Абхазию, в первую очередь в целях туризма и отдыха. И мы заинтересованы в том, чтобы дать возможность российским туристам на территории Абхазии использовать свои национальные платежные карты во всей нашей платежной инфраструктуре. По словам российских экспертов, для эффективного развития экономики Абхазии и привлечения иностранных инвестиций необходима полноценная банковская система, доступ к информации, правовая защищенность, безопасность и возможность получить прибыль от вложений в республику. Вопросы современных технологий в экономической и социальной сферах, перспективы развития технологии блокчейн, инновационные формы привлечения инвестиций обсуждались за круглым столом на тему сотрудничества в области информационных технологий и инновационного развития. Мы считаем, что и для нашей страны эти все вопросы являются актуальными, и мы постараемся с экспертами, специалистами найти те решения, те проекты, которые перспективны для реализации у нас, исходя из наших текущих социально-экономических и финансовых возможностей. На круглом столе широкое обсуждение получила и тема применения в Абхазии технологии блокчейн. Данная технология дает возможность некоммерческой организации НЭМ совместно с культурно-благотворительным фондом Ашана собирать средства со всего мира на лечение тяжело больных детей, подопечных фонда. Подобный проект стал возможен после подписания между двумя организациями соглашения. В плане информационной безопасности и технологии блокчейн Республике Абхазия эта тема интересна. Данный проект при некоммерческой организации НЭМ и благотворительным фондом Ашана создается площадка, которая позволяет собирать средства в криптовалюте для больных детей в Абхазии. Данный проект сейчас находится на стадии MVP, но даже сейчас можно, отсканировав QR-код, попасть на сайт, который сделан, и пожертвовать средства больным детям. 9-й российско-абхазский деловой форум продолжает свою работу. Сария Смыр, Артур Каландия, Томас Чиговани, Абхазское телевидение.